В Китае официальные власти все-таки поздравили Джозефа Байдена с избранием на пост президента Соединенных Штатов Америки после 10 дней с момента выборов. Напомним, что официально победитель еще не объявлен. Об этом сообщается со ссылкой на Министерство иностранных дел Китайской Народной Республики. Вот что там говорится. Ми поважаємо вибір американського народу і вітаємо Байдена і Харріс. Одночасно ми розуміємо, що результати виборів в США можуть бути визначені згідно з американськими правовими процедурами. Папа Римский Франциск провел телефонный разговор с избранным президентом США Джо Байденом и также поздравил его с победой на выборах. Байден поблагодарил Франциска за благословление и приветствие и отметил, что он благодарен руководству Святого Престола за продвижение мира, примирения и совместных связей человечества во всем мире. К нашему эфиру сейчас присоединяется Александр Морозов, науковий співробітник Центра Бориса Немцова из Праги. Пане Олександре, вітаю вас, здравствуйте. Добрый день, здравствуйте. Сторонники Трампа и вот ближайший советник Трампа, давая интервью Нью-Йорк Таймс, заявил, что в принципе Трамп уже понимает, что тот проиграл выборы. Трамп уже все? Ну да, несомненно. Все-таки надо согласиться с теми экспертами, с теми политическими деятелями в США, причем деятелями обеих партий, республиканской и демократической, что перспективы оспаривания итогов выборов в Верховном суде у Дональда Трампа практически нулевые. И поэтому Америка переходит к эпохе Байдена. Мы видим, как КНР, Китай, спустя 10 дней, наконец-то вот сейчас поздравил Джозефа Байдена с победой на президентских выборах, но вот в России все еще не поздравляют. Как вы думаете, почему? Там все-таки делали ставку на Дональда Трампа? Я думаю, что хотя Трамп в каком-то отношении, возможно, был предпочтительнее для Кремля, чем Байден, но однако все-таки сказать прямо, что Кремль рассчитывал в этой ситуации на победу Трампа, нельзя, потому что все хорошо видели, в том числе это было видно и по публикациям кремлевских экспертов, все отдавали себе отчет в том, что исход выборов не предрешен, и повлиять на исход этих выборов, конечно, невозможно было с какой-либо стороны. Поэтому здесь надо сказать так. Теперь непростая ситуация будет у Владимира Путина, потому что, в отличие от многих других лидеров крупных стран, которые очень скоро встретятся с Джо Байденом, в том числе, скажем, и президент Зеленский имеет такую перспективу, надо сказать, что у Владимира Путина очень плохие перспективы вообще встретиться с Байденом. И это существенный момент международной политики, и поэтому Путину даже и нет смысла торопиться поздравлять, потому что он все равно не получит от Байдена в ближайшее время приглашение на двустороннюю встречу. Ну а что для России все же означает победа Джозефа Байдена на выборах? Соединенные Штаты займут какую-то более жесткую позицию в отношении России или что? Как это может проявляться? Может быть, это будет не более жесткая позиция в таком буквальном смысле слова, но ясно, что отношение Байдена к проблемам Центральной и Восточной Европы, вот ко всей этой большой территории, которая находится за пределами Евросоюза, и частично в Евросоюзе, включая Польшу и страны так называемых трех морей, то есть 12 стран Евросоюза, которые находятся от Балтики до Адриатики. Так вот, надо сказать, что позиция Байдена и его администрации будет гораздо более внимательной и подробной, чем была у администрации Трампа. Это легко объяснимо, потому что мы знаем, что Трамп просто не очень интересовался вообще этим регионом. Его позиция вообще была более изоляционистская, да, как известно, как президента США. Да, поэтому у Кремля будут, несомненно, новые проблемы с Байденом. Какие, пока сказать довольно сложно. Надо посмотреть, во-первых, как закончится формирование аппарата Байдена.
и той его части, которая вообще занимается Центральной и Восточной Европой. В том или ином случае, вот как вы считаете, стоит ли рассчитывать на то, что вот эти санкции из ада, которые уже несколько лет висят на сайте Белого дома, будут все-таки внедрены в отношении Российской Федерации? Вот те санкции, которые в 2017 году принял Конгресс, закон о внедрении санкций в отношении ближайшего окружения Путина, они все-таки будут имплементированы, потому что администрация Трампа внедрение этих санкций блокировала? Нет, я думаю, что все-таки, если говорить о санкциях, которые подразумевают удар по российскому суверенному долгу или еще более, да, отключение России от международных банковских обменов через систему SWIFT, нет. Это, скорее всего, останется некоторой угрозой. Но надо сказать, что у Байдена имеются возможности давления не только через вот такой шаг. Достаточно американской администрации занять более подробную, более четкую позицию в отношении действий Кремля, как можно точечным образом разворачивать различные меры ограничений против конкретных и довольно важных там для Кремля компаний, например, российских, да, против конкретных, создавать конкретные списки новые, да, такие тематические, деятелей, которые несут ответственность, и ограничивать их возможности. Так что здесь есть еще целый большой перечень возможностей у американской администрации еще до того, как конфликт дойдет до того состояния, чтобы отключить SWIFT или применить санкции, примерно близкие к тем, которые были применены к Ирану. А что будет, как вы думаете, с «Северным потоком-2»? При Дональде Трампе были внесены санкции в отношении тех компаний, которые были причастны к этому строительству, тоже такой удар по «Газпрому». И вот сейчас некоторые эксперты говорят о том, что, возможно, Джозеф Байден будет пересматривать эту политику Соединенных Штатов в отношении «Северного потока-2». Честно говоря, не верится. Мне кажется, позиция американской администрации в отношении именно Северного потока останется такой же, как она и была при прошлой администрации. Северный поток будет подвешен, и администрация Байдена вовсе не будет выступать публично сторонником его продления. Да, надо сказать, безусловно, Байден будет восстанавливать добрые отношения с Германией. Надо сказать, что Трамп очень жестко хамил Берлину своей политике, да и не только Берлину, он довольно-таки легкомысленно относился к так называемому североатлантическому единству, то есть довольно грубо обращался с НАТО. Конечно, Байден будет восстанавливать, такой доброжелательный режим взаимоотношений, в том числе и с Германией. Это значит, что внутри коммуникации между Байденом и Меркель или преемниками Меркель встанет вопрос о «Северном потоке-2». Но при этом я уверен, что Байден не станет стимулировать приостановку «Северного потока-2».